Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуйте! В эфире «Русские страницы». Сегодня мы расскажем вам о очень интересных молодых людях, которые приехали учиться в Пекин. Приехали они из далекой Якутии. Якутия, мне кажется, это находится на северо-востоке России, да? Совершенно верно. На самом северо-востоке России, омываемая холодными северными морями, страна Якутия. Там очень холодно. Да. Даже называют ее полюсом холода всей России. Но, тем не менее, там живут очень добрые, очень теплые люди. И с огромной культурой, с огромными традициями культурными. Вот, там есть театры, там есть библиотеки, там есть все, что полагается, так сказать, для развития культуры. И даже есть свой балет. Да. А цирк там есть? Вот, к сожалению, цирка там нету, но вот с приездом этих мальчиков и девочек, которые приехали в Китай учиться цирку, надеюсь, он появится в ближайшее время. Приземлился самолет из России. Будущие звезды якутского цирка, маленькие якуты, вступили на китайскую землю. Здесь пройдут первые несколько лет их учебы и жизни на этой земле. А пока они делают первые шаги, первые теплые встречи, первые фотографии на память, новые друзья и наставники. Вы знаете, зачем вы приехали в Китай? Да. Сюда. А зачем приехали? Учиться. А чему учиться? Цирку. 学习杂技马戏。那你们对中国的这些杂技马技啊，你们知道多少啊？ А вы знаете о китайском цирке или нет? Нет. Не知道. Вот в Китае, что вы хотите смотреть? Самое главное, первое дело. Китайскую стену? 中国长城. Так начинается взрослая жизнь будущих артистов якутского цирка на китайской земле. Для них здесь много непривычного. Например, нужно научиться есть с помощью палочек. У некоторых получается сразу, у некоторых не очень. Не беда, все еще впереди. Первые игрушки, первые знакомства и игры с китайскими сверстниками. Заигрались до ночи, но ведь и спать пора. Чем слабче, тем лучше. Смотри. Ага. По-любому выиграешь. О, нифига я все взял. Завтра мы будем играть. Хорошо? Не. Сейчас спи надо. А мы спать не будем, мы лежать будем. А Соня, я так плохо. Хорошо? На следующее утро юных россиян торжественно приветствовали руководители циркового училища, их товарищи по будущей учебе. Они пожелали будущим артистам прилежно учиться и выразили уверенность, что те станут настоящими мастерами и оправдают надежды тех, кто отправил их в Китай на учебу. После праздника всегда наступают будни. Таков закон жизни. Нужно выучить первые слова по-китайски, успеть написать письмо домой, маме, папе, друзьям. Утро. 6 часов 30 минут. Утро это начинается с зарядки на свежем воздухе. Ребята из Якутии внимательно присматриваются к занятиям их будущих коллег. Ведь всему этому им придется научиться.
А вот и первые совместные занятия. Пока это только подготовка к будущей профессиональной учебе. Непростое это дело стать профессиональным артистом цирка, но, как известно, большой путь начинается с первого шага. Главное у них впереди. Когда-нибудь они станут настоящими профессиональными артистами, как, к примеру, этот гимнаст, творящий чудеса на профессиональной сцене. Маленькая страна, 小国家。 О якутских детях, которые приехали в Пекин изучать цирковое искусство. Так ведь, да? 的，在我们的节目里呢，我们曾经为大家介绍过来自雅库茨共和国的杂技小学员们。 А сегодня мы продолжим рассказ
и вы узнаете о том, как живут и учатся якутские ребята в Пекине. 那么他们现在的学习和生活情况怎么样呢？我们一起去看一看。 Эти ребята из Якутии будут учиться в Китае 7 лет. Впереди сложная и непростая дорога к вершинам циркового искусства. Но, как известно, любой путь начинается с первых шагов. Ребята делают их по Великой Китайской стене. И это был праздник для маленьких якутов, которые очень хотели побывать на стене, ведь они много слышали о ней еще на родине. А теперь сами оказались в роли прекрасных красавиц, прогуливающихся по стене. Хорошо, хорошо. Но за праздниками начинаются будни. Они куда суровее. Терпи, малыш, ведь для того, чтобы стать настоящим цирковым артистом, нужно преодолеть многое, в том числе и боль. Айна. Мало же. Одна минута. Не плачь. Еще потерпи немножко. Хорошо, молодец. Хорошо. Не плачь. Все. Молодец, не плачь. Вниз головой. Молодец. Все будет хорошо. Все самое страшное уже позади. Сколько ты стойку стоишь? 4 минуты 30 секунд. 4 минуты 30 секунд. Понятно. Ну, а когда приехал, сколько стоял? Приехал одну, потом через 2 дня 2, через 3 дня 3, вот теперь 4:30. 4:30, да? Ну, это уже прогресс, да? Ну, в принципе, можно сказать, что строгие преподаватели, да? Да. Понятно. Но ты ни разу не плакал? Я плакал, да. Плакал, да? После трудных занятий можно немного расслабиться. Поговорить с мамой по телефону, узнать о том, что происходит дома на родине, поделиться своими впечатлениями о стране, которая на 7 лет станет их вторым домом. Ну и, конечно, немножко похвастаться своими успехами. Все у нас хорошо, мама, не волнуйся. Дай мне, я тоже хочу поговорить с мамой. Алло, мама. Итак, жизнь и учеба вступили в свой обычный ритм. Занятия, в том числе и музыкальные, профессиональная учеба, познание все новых и новых моментов в жизни. Большой путь в большое искусство цирка у этих малышей начинается. Пожелаем же им успехов на этом нелегком пути.